Здравствуйте, дорогие студенты-филологи! Сегодня я вам прочту лекцию, которая посвящена уже следующему периоду русской литературы второй половины XX века. Конечно, этот период, о котором пойдет речь, очень тесно связан и с предыдущим периодом, и, конечно же, намечает перспективы развития литературы и в следующий период, в 90-е годы, во второй половине 80-х и 90-х годах. Сегодня речь пойдет о прозе и поэзии. На следующей лекции мы поговорим о драматургии этого периода. Ну вот, план лекции. Хочу ознакомить вас. Вначале короткая характеристика этого периода и выделены такие персоналии, авторы, имена которых очень знаковые для литературы 70-х годов. И несколько слов расскажу о поэзии этого периода. Почему-то я здесь написала не о акмеистов, но почему вы поймете и содержание лекции. Должна сказать, что вновь, как и в оттепельные годы, литература отличалась интенсивностью, динамизмом своего развития и в 70-е, первой половине 80-х годов. Это уже период послеоттепельный, так его можно назвать, еще называют его позднесоветским. Между двумя периодами, периодом культурной оттепели и периодом послеоттепельным, имеется очень тесная связь. Продолжают творить писатели-шестидесятники, им на смену приходит новое поколение писателей, но отличает их вот эта связь с общественно-политическими процессами, которые происходили и происходит в стране. Для писателей-шестидесятников это очень важно было, начинавших пересмотр многих своих позиций в годы оттепели. Зато писатели следующего поколения, нового поколения, несколько по-иному относились к социально-экономическим процессам. Дело в том, что в эти годы ожидания каких-то очень важных перемен в жизни народа, страны, ожидания оказались напрасными, и их острая реакция теперь уже не на общественно-политические процессы, а на социально-экономические, нравственные процессы. Действительно, в сознании и в мире, внутреннем мире людей произошли серьезные изменения. Очень бурно развивался научно-технический прогресс. Но мы это почувствовали на произведениях Валентина Распутина, посвященных строительству Братской ГЭС. Очень остро стояли экологические проблемы, состояние природы внушало очень много переживаний. Кроме того, миграция большого количества населения из деревни в город тоже привносили новые проблемы в произведения писателей. Усложнение жизни и быта в современных городах. Все это стало предметом изображения не только в литературе, но и в других искусствах, видах искусства, в театре, в кинематографе, в живописи, музыке и так далее. Ну вот здесь я отметила фамилии, имена писателей, прозаиков и поэтов. Действительно, в бытовых сюжетах все эти прозаики и поэты стремились увидеть какие-то очень сложные проблемы, с которыми сталкивалась общественность, люди. И эти проблемы очень часто носили такой бытийный, философский характер в лучших произведениях. Магистральным в эти годы остается реалистическое направление
но оно переплетается с модернизмом, постмодернизмом, с опытами писателей, которые работают в других художественно-эстетических системах, принципах. Но самое главное, реалистическое направление освобождается от канона социалистического реализма. Реализм 70-х годов – это действительно реализм, который далек от соцреалистического направления в советском искусстве. Продолжает развиваться тема Великой Отечественной войны. На этот раз в жанре романа. Если в оттепельное время мы отмечали развитие военной повести, то здесь развивается жанр романа, пишутся диалоги, трилогии, появляется даже направление, которое называется «Генеральская правда», в отличие от правды окопной. И в поэзии лидирует лирика поэтов военного поколения, поэтов, которых обожгла война и заставила их работать в этом направлении. Развивается и тема деревни, но она уже затухает, и вперед выдвигается так называемая городская проза. Она, конечно же, подхватила те проблемы, которые развивала деревенская проза, но поставила и новые актуальные нравственные проблемы в советском обществе. Как раз городская проза составит костяк разделов журнала «Новый мир» под руководством Александра Твардовского, а также других толстых литературно-художественных журналов. Литература и после периода оттепели продолжает ставить проблемы, где находили очертания будущего изменения, когда подготавливалась та политическая и культурная атмосфера во второй половине 80-х, 90-х годов, то состояние общества, которое назовут перестройкой. Об этом речь еще будет идти. А вот что касается городской, так называемой городской прозы, как и деревенская, название которое мы берем в кавычки, потому что мы знаем, что деревенская проза достаточно широка по своему охвату, и это проза такого национального звучания. Что такое городская проза? Ну, в значительной мере лидером, что ли, и как бы основателем этого направления стал Юрий Трифонов с его московскими повестями. Целый цикл московских повестей дали импульс творчеству писателей другого поколения. Их так и назвали «40-летние писатели». Они стали продолжателями московских повестей Юрия Трифонова. Авторами городской прозы стали самые яркие, конечно же, имена я называю. Это Владимир Маканин, Руслан Киреев, Анатолий Курчаткин, Анатолий Ким. В их произведениях отразилась атмосфера времени, которую стали именовать застоем. И когда появилось новое поколение, потерянное поколение советских людей, не находивших возможностей для собственной самореализации. И писатели отразили этот процесс, увидели в своих героях уход в сферу личного бытия. Равнодушие к социальным актуальным проблемам связано как раз было с недоверием к той идеологической атмосфере, которая устанавливалась в эти годы. И Юрий Трифонов, хотя и был автором такой городской темы, но в его произведениях очень остро стояла проблематика социально-историческая, история, время,
в жизни его героев очень важное место занимали. Но 40-летние писатели, они сознательно отлучали своих героев от истории. И они себя ищут не в социальной, не в исторической сфере, а в сфере бытийной, экзистенциальной сфере, когда они задумываются о вопросах человеческого существования, о познании своей жизни, бытия своего собственного, не только быта. Остановимся на творчестве Юрия Валентиновича Трифонова. Это действительно был один из самых ярких писателей этого периода, с очень сложной, противоречивой судьбой. Оставаясь советским писателем, он создавал произведения, в которых очень сложно и противоречиво решались актуальные проблемы времени. С одной стороны, Трифонова можно упрекнуть в том, что он не уходил от того, что воспевала соцреалистическая литература, идеалы революционного времени. Ну, то есть то, чем занималась, кстати, и оттепельная литература. И в то же время его произведения опережали современников в познании быта и бытия советских людей. Отец Юрия Трифонова был видным партийным деятелем, участником революции, бабушка была и его очень активный деятель революции. Но и отец с матерью были репрессированы. Когда он поступил в литературный институт, его даже к концу, правда, окончания, его даже хотели исключить из института за то, что он скрывал, что его отец является врагом народа. Но к тому времени он уже окончил литературный институт. Его дипломной работой был роман «Студенты», который очень высоко оценили. Он был удостоен Сталинской премии 3-й степени. Впоследствии Юрий Трифонов равнодушно и прохладно относился к этому своему раннему произведению. Затем пойдет период поиска своей темы. Он напишет роман «Утоление жажды», рассказы, напишет документальную повесть «Отблеск костра». В ней он попытается осветить жизнь своего отца. И поскольку это действительно время оттепели, когда авторы хотели бы восстановить после сталинских времен, восстановить светлые революционные идеалы. Ну, это действительно была особенность писателей-шестидесятников. И, наконец, широкая известность ему придет в 70-е годы после выхода цикла московских повестей. Ну вот здесь перечислены эти повести: «Обмен», 1969 год, и целый ряд повестей, написанных в 1970 по 1976 годы. Это «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Дом на набережной». Исследователи называют их московскими повестями, хотя это тематическое название. Дело в том, что в них, как пишет Википедия, в интернете, читателю явился новый Трифонов, мудрый, грустный, зорко видящий в обыденности, мелочах быта подлинно человеческие драмы, умеющего тонко передать дух времени. Должна сказать, что повесть «Обмен», самая первая повесть,
она заявила как раз вот эти темы, которые действительно освещали жизнь интеллигенции, советской интеллигенции, и ее основную болезнь конформизма, болезнь, которой болен, кстати, герой всех этих повестей. Так вот, в первой повести герой идет на поводу своей жены по фамилии Лукьянова и пытается в преддверии вот болезни и будущей смерти матери обменять квартиру, соединить свою квартиру с квартирой матери. И вот это олукьянивание героя, так называет, в общем, мать, процесс, который происходит с ее сыном, станет, ну, как бы таким ключевым для многих произведений. Конформизм – это действительно качество людей, которые подчиняются социальным обстоятельствам и не противопоставляют, особенно нежелательным обстоятельствам, свою волю, свою нравственную высоту. И действительно в этих повестях очень важно было показать вот текущее состояние общества. Самую большую, что ли, славу писателю принесла последняя московская повесть «Дом на набережной». Дело все в том, что она освещала жизнь людей, живущих в правительственном доме 30-х годов, расположенных как раз вот рядом с Кремлем. И многие из жителей этого дома, живущие в комфортабельных квартирах, в отличие от москвичей, которые жили в коммуналках, в квартирах без удобств, они прямо из этого дома правительства попадали в сталинские лагеря и были расстреляны в 30-е годы. Дело в том, что семья Юрия Трифонова тоже проживала в этом доме. И до смерти, до расстрела его отца. И через 40 с лишним лет этот дом теперь известен как «Дом на набережной» по названию повести Трифонова. Так, например, Юрий Трифонов неоднократно упоминает своего друга детства, жившего в этом знаменитом доме по имени Лёва Федотов. Он даже послужит прототипом одного из героев повести «Дом на набережной». Надо сказать, что сегодня на доме установлена даже мемориальная доска. Выдающийся писатель Юрий Валентинович Трифонов жил в этом доме с 1931 по 1939 годы и написал о нем роман «Дом на набережной». Ну вот я эту как бы мемориальную доску как бы скачала. Вот на доме она теперь, эта доска, имеется. Так вот прославил Юрий Валентинович Трифонов этот дом и то время, глухие 30-е годы, трагические годы в жизни советской интеллигенции. Ну вот это как раз дом в 30-е годы. Ну и вот сегодняшний вид на город. Дом стоит на Москва-реке. И теперь действительно вот так и называют, так как назвал Юрий Трифонов этот дом в своем романе. Надо сказать, что в романе очень много такого, что ли, ретроспективного освещения времени. Начинается с современности, потом в воспоминаниях героя возникают
30-е годы. То есть вот время, как бы это такой вот для Трифонова таинственный феномен. Время – это то, в чем мы купаемся ежедневно, ежеминутно. И Трифонов так и говорит: я хочу, чтобы читатель понял. Это таинственная времен связующая нить через нас с вами проходит. Что это и есть нерв истории. Что есть мы с вами со всеми думами, мыслями, поступками. И как через все это проходит сама история. Это вот общий замысел всех его произведений, и в частности романа «Дом на набережной». Несколько слов все-таки хочется сказать об этом романе, чтобы иметь представление о том, что такое вообще вот эти московские повести Юрия Трифонова. Главный герой Вадим Глебов состоятельный человек, в начале 70-х приходит в мебельный магазин, чтобы купить себе антикварный стол. Он литературовед, и вот ему нужен такой вот антикварный стол. И там встречает человека из своего прошлого, школьного приятеля, Левку Шулепникова, которого он не видел много лет. Но тот его не делает вид, что не узнает. Он спился, опустился, работает грузчиком в этом магазине. И на Глебова накатывает воспоминания. Он вспоминает, как еще в школе завидовал Шулепникову, который жил в доме на набережной, был из семьи обеспеченных, из семей советской номенклатуры. И Глебов завидовал всему, и тому, как они живут, питаются, как одевается Левка. И, конечно же, он захотел с ним подружиться. Когда над новичком, как таким, знаете, карьеристом, конформистом, стали ребята в школе нападать, Вадим в драку не лезет, но зато запоминает, кто его, Левку, пытался обидеть, в то время как сам Шулепников потом на разбирательствах вовсе не назовет имена хулиганов. Зато отчим Левки потом спросит у Вадима, кто же напал на Левку. И Глебов ну, как бы назвал некоторые имена, и так получилось, что затем все эти школьные хулиганы исчезли их семьи, и так вот как бы происходило в те годы. Например, мать Шулепников была, отчим, вернее, был важным чином в органах госбезопасности. И вот Вадим испугается, что его роль вот такая неблаговидная будет скрывать. И вот эта зависть, она как прорастает в нем, потому что он действительно, его семья голодала, я имею в виду Вадима Глебова, он был в эвакуации, выживал, а Шулепин же был таким успешным человеком, как и в детстве. Вот. И вновь наш герой, вспоминая уже следующие времена, вновь завидует Шулепе, такая была у него кличка. Хотя очень много все изменилось. Погиб, например, один из лучших друзей Вадима, Антон. И Глебов стал бывать в гостях не только у Шулепникова, но еще и у другой семьи.
семьи своего преподавателя, профессора Огончука, в том же доме на набережной. И даже потом решает жениться на дочери Гончука. Так он себя обманывает, что он ее любит. На самом деле, конечно же, как выяснится потом, когда над Гончуком нависнет угроза увольнения, тучи сгустятся над ним, и он расстанется с Соней Гончук, потому что Вадиму нужно делать дальше карьеру. И вот эти все как бы предательства, они вызваны вот как раз стремлением Глебова устроиться в этой жизни так, чтобы сделать карьеру, чтобы действительно устроить себе обеспеченную жизнь. Его даже, от него требуют выступить против своего учителя, профессора, но, к счастью, там заболеет у него мать, и он не пойдет на это собрание, но это вовсе не решает вот его нравственного выбора. И вот снова повествование переносится в современные 70-е годы. Глебов стремится забыть все, что связано с его молодостью. Устроилась его карьера, и он даже едет за границу. В повести есть еще один персонаж. Это лицо от первого, это как бы некий автор, да, который от первого лица не называет своего имени, говорит о том, что являлся участником всех событий, которые случились с Вадимом, с Соней, Шулепой, с Антоном. И Соня уже умерла, и автор навещает ее отца, они едут на кладбище, а на кладбище и никак не могут пройти, уже закрылось кладбище, сторож не хочет их пускать, пока автор не понимает, что перед ним, кто перед ним стоит. «Шулепа», — сказала я тихо, — «пусти нас». Они проходят к могиле Сони, и старик Гончук размышляет над могилой, какой нелепый, неосмысленный мир. Соня лежит в земле, ее одноклассник не пускает нас сюда, а мне 86. Зачем? Кто объяснит? И как не хочется этот мир покидать. Автор и старик выходит с кладбища, уезжает. А бывший баловень судьбы Левка Шулепников, кладбищенский сторож, проезжает в троллейбусе мимо дома на набережной и думает о том, что, может быть, наступят какие-то перемены в его жизни. Вот эти вот пласты времени часто перемежаются, и перемежаются лирические вставки от первого лица. Очень много таких вот лейтмотивов повествовательных, и показано беспамятство Глебова, современного интеллигента, который списывает свое предательство на то время, которое ушло. И именно память представляется Трифонову сердцевиной тех нравственных устоев личности, которые позволяют противостоять трагическим историческим обстоятельствам, а именно с памятью у Глебова действительно проблемы. Вот лирический герой, автор, вспоминает своего кумира Антона, который погиб на войне, и очень дорожит, в отличие от Глебова, памятью о былом. Надо сказать, что «Дом на набережной» был поставлен в театре
на Таганке в 80-м году режиссером Любимовым. И спектакль действительно был снят с репертуара, переживал вот это недопущение в репертуар. И это был действительно очень-очень известный спектакль, известный как раз тем, что его по цензурным соображениям снимали с репертуара в 1984 году. По роману еще поставлен 4-серийный телефильм в 2007 году. И это действительно дань произведению, которое составило как бы такую художественную модель времени, в котором жил писатель Юрий Трифонов, и времени, в котором жило это поколение советской интеллигенции. Здесь я представила две цитаты из учебного пособия, из словаря, и действительно высоко оценивают авторы, исследователи прозу Трифонова 70-х годов, где повседневная современность с ее мышиной вознёй, куцами целями, мелочными заботами, ничтожными интригами так или иначе соотносится с высокой идеальной мерой революционного прошлого. Об этом, например, написан роман «Нетерпение», повесть «Отблеск костра». Действительно, для Трифонова очень важно было столкнуть эти времена. Другая цитата указывает на особенности повествования. Действительно, герои очень часто вспоминают, рефлексируют, часто используется ретроспектива, и в центре находится человек с его недостатками, сомнениями. И писатель отказывается от какой бы то ни было четко выраженной общественно-политической оценки. Так оценивают прозу Трифонова литературоведы. Но заслуга Трифонова как раз в том, что его произведения оставили целый след в русской литературе и составляют, быть может, яркую страницу литературы этого времени. Еще один писатель, которого очень много читали, он пользовался широкой популярностью в 70-е годы. Его произведения публиковались и в журналах, и отдельными изданиями, и сразу расхватывались читателями, и настолько их увлекало и задевало все, что писал этот киргизский и русский писатель. Он писал на двух языках, сам переводил свои произведения на русский язык, поэтому они стали достоянием литературного процесса в стране. Его первое произведение «Джамиля», «Прощай, Гульсары», очень интересная повесть «Белый пароход». И, конечно же, романы. Роман 70-х годов «Буран и полустанок» действительно был очень популярен. Роман Плаха был уже написан в 80-е годы. За книгу «Повести горы степей», куда входили повесть Джамиля и другие повести, «Последний учитель», например, «Прощай, Гульсары». За эту книгу Чингиз Айтматов получил Ленинскую премию, очень высокую государственную награду. Главная черта его произведений, кстати, его отец тоже был репрессирован. Это такое поколение писателей Трифонова, Айтматова, Шукшина, как я впоследствии расскажу, писателей, творчество которых действительно было очень знаковым для этого времени. Нравственная и философская проблематика сочеталась с поэтикой традиционного Востока,
где огромное внимание уделялось фольклору. И фольклорные сказания, мифологические какие-то легенды, мотивы играют решающую роль в его произведениях. Они придают произведениям Айтматова притчевый характер. Вы сами знаете, что притча – это такое, как бы обобщенное повествование, часто уже о прошедших временах, которым придается какой-то такой, знаете, морально-нравственный, морально-дидактический характер. Вот, например, «Белый пароход». Здесь вся повесть – это повесть-притча, где трагическая история 7-летнего мальчика разворачивается параллельно со сказанием о рогатой матери Оленихе, хранительнице рода, которая является такой божественной матерью, воплощением материнской доброты. Другая повесть «Пеги-пес, бегущий краем моря», тоже удивительная повесть и тоже построена как повесть-притча. Действие перенесено в мифические древние времена на берега Охотского моря, где герои нивхи, рыбаки, живут под влиянием народных легенд, одна из которых является легенда о пегом псе, бегущем краем моря. И вот в бурю, ловя рыбу, рыбаки понимают, что они должны спасти самого младшего из них, ребенка, которого они взяли с собой, и добровольно уходят из жизни, веря в высшие силы. И эта повесть-притча действительно была очень и очень известна многим читателям этих лет. Я должна рассказать о легенде, которая стала центром произведения Чингиза Айтматова «Буран и полустанок». У романа еще есть подзаголовок или другое название «И дольше века длится день». В этом романе есть легенда о Манкурте, которая стала очень популярной. И слово «манкурт» стало даже таким общеупотребительным, нарицательным. До сих пор это слово напоминает не только о романе, но и о самом времени, в которое творил Чингиз Айтматов и в которое жили его читатели. В этой легенде взятый в плен человек превращен в бездушное рабское создание, полностью подчиненное хозяину, не помнящее ничего из предыдущей жизни. Интересна сама эта легенда. Дело в том, что пленника, чтобы превратить его в раба, делали таким манкуртом. Надевали на голову, обревали голову и надевали туда, такой вот кусок шкуры только что убитого верблюда, пока еще не засохший кусок. После этого связывали руки и ноги, надевали на шею колодку, чтобы он не мог коснуться головой земли, и оставляли в пустыне на несколько дней. На палящем солнце этот кусок кожи съеживался, сдавливал голову, волосы, которые продолжали расти, врастали в эту кожу и причиняли невыносимые страдания. Жертва могла погибнуть, но главное, если оставалась жива, то она теряла память. И человек становился идеальным рабом, который лишен собственной воли, который покорен хозяину. И рабы-манкурты очень ценились. Они были действительно очень полезны и в хозяйстве,
И, главное, они были безопасны, никогда не помышляли о бегстве. Ну, любой рабовладелец, конечно же, боится восстания раба, а Манкурт был таким исключением, ему в корне чужды были побуждения к бунту. И его не надо было стеречь, не надо было держать охрану. Как собака, Манкурт признавал только своих хозяев. Порученное дело исполнял слепо, усердно, неуклонно, делал самую грязную, самую тяжкую работу. И, в общем-то, был таким очень терпеливым работником. Его только надо было снабжать пищей. Чингиз Айтматов так и писал в этой легенде. Он бессменно пребывал при деле зимой и летом, не тяготясь отечанием и не сетуя на лишения. Повеление хозяина для Манкурта было превыше всего. Для себя же, кроме еды и обносков, чтобы только не замерзнуть в степи, он ничего не требовал. Да, эта легенда наверняка имеет фольклорный источник. Ну, в частности, сам Чингиз Айтматов рассказывал, что в знаменитом эпосе киргизского народа «Манас» есть сказание тысячелетней давности, где как раз говорится об этой страшной пытке над человеком, пленником, уничтожить его память, отнять прошлое. И вот эта легенда действительно стала очень важной частью общественного сознания. Это слово стало широко употребляться, и как бы, когда говорили о человеке, похожем на Манкурта, человеком, который становился Манкуртом, когда он утрачивал память, прежде всего память о своих предках, об отце и матери. В легенде действительно рассказывается о том, как мать искала в плену своего сына, и когда нашла его, он ее не узнал, и более того, он убил ее по приказу своих хозяев. Вот эта тема памяти о своих родичах, о своем племени, о своих корнях, национальных корнях, это очень-очень актуальная и острая тема для 70-х годов, и не только для произведений русских писателей, но и для произведений писателей национальных. Они утверждали, что память – это спасительная нравственная сила, что без памяти человек обречен на жалкое существование, без надежды на будущее. Для читателей, конечно же, метафорический план этой легенды был вполне понятен, потому что для тех лет важно было, чтобы выросло целое поколение, которое вовсе бы не забывало о своем родстве, не стали бы Иванами, не помнящими своего родства. Тема памяти важна и для других писателей, но я хочу сказать еще об одном очень важном имени для литературы 70-х годов. Это Василий Макарович Шукшин. Писатель действительно остался в литературе прежде всего, хотя был замечательным режиссером, актером, киносценаристом. Но главное в наследии и самое ценное, конечно же, это рассказы. Рассказы, которые он писал на протяжении многих-многих лет. И самые зрелые рассказы писателя представляют собой
как выразился другой писатель Вячеслав Пьецух, художественный мир писателя в этих рассказах – это скрупулезная анатомия русской жизни 60-х, начала 70-х годов, по которой грядущие поколения будут о нас судить. Анатомия русской жизни. Вот это очень, очень хорошая формула. И если произведение Трифонова, Айтматова тоже можно назвать анатомией русской жизни, то Василий Макарович Шукшин писал о своих современниках, о простых людях, чаще всего проживающих в деревне. Это как бы рассказы о простых людях, таких вот деревенских жителях. И человек из народа как бы составлял его главный интерес. В ранних своих сборниках «Земляки», «Охота жить» он как раз писал о той деревне, которая стала темой Распутина Валентина и Белова Василия. Но дело все в том, что в отличие от писателей-деревенщиков, у него нет нажима на вот эту вот идею о том, что горожане в нравственном отношении ниже деревенских жителей, что деревня – это, конечно, плод нравственных устоев, традиций. Но все-таки Василия Макаровича Шукшина к писателям-деревенщикам мы не причисляем. И вот почему. В его рассказах нет такой вот как бы идеализации стариков или старух, или еще других деревенских жителей. Нет идеализации народного характера. Наоборот. Василий Макарович очень чутко прислушивался к тому, что же представляет собой вот этот простой человек, так называемый простой советский человек. После рассказа, например, Михаила Шолохова «Судьба человека», после созданных характеров Распутина, его герои вовсе не такие цельные. И Шукшин, в отличие от деревенщиков, показал вот это разрушение цельности простого человека. Его герои считаются очень странными, чудаковатыми, но вот этот вот разлад, разрушение цельности действительно очень болезненно воспринимался Шукшиным, потому что он в этом разладе воспроизводил драму автобиографического характера. Это чувство было очень болезненным для самого писателя, мучительным. Об этом свидетельствуют не только его кинофильмы, рассказы, еще и публицистика. Так, например, у него есть «Монолог на лестнице», публицистическое повествование, где Шукшин говорит о том, что он часто себе напоминает человека, который приплыл к берегу, и одна нога которого стоит на берегу, а другая в лодке. И вот это не очень удобное состояние метафорически Шукшиным оценивается как состояние недоразвитости, незавершенности характера человека, который находится вот в таком состоянии, в таком сложном пребывании. В 1967 году опубликован важный рассказ, который так и называется «Чудик». Рассказ был опубликован в журнале «Новый мир». И здесь уже мы видим имя
как бы такое обобщенное имя всем героям Шукшина. Ведь чудиками наполнены все его рассказы. Так, например, есть цикл рассказов, где герои встречаются с равнодушием, хамством, с какими-то сложными встречами, которые рождают обиду, такую, знаете, очень-очень мучительную обиду. И, собственно, вот этот вот вопрос, который завершает рассказ Кляуза, что с нами происходит? Этот вопрос стал, быть может, таким же ключевым, сакраментальным для русской литературы, как вопросы, которые возникли в XIX веке. Что делать и кто виноват? На этот раз вопрос Шукшина, вопрос действительно ключевой для того времени, для людей, живущих в то времени. Что с нами происходит? Откуда вот этот непорядок, какой-то дискомфорт и совершеннейшая невозможность реализоваться в этой жизни, потому что очень много в душе скопилось недовольства, обид, которые делают характер нецельным. Герой Шукшина – это человек со сложным, развернутым сознанием, с обнаженной душой, осознающий непорядок жизни, несогласие с этим непорядком. Собственно говоря, все ситуации, в которых оказывается герой, выявляют в нем чудаковатость. И вот это чудачество становится, объектом внимания писателя. Конечно, показал Шукшин и других героев. Например, в рассказах «Крепкий мужик срезал» мы видим, что в героях есть разрушительное начало, которое напоминает нечто такое рабское в душе человека. Он не готов к жизни, к ее сложностям. Он упрощает, ему гораздо легче, если его взгляд на мир будет ясен и прост. А мир-то как раз представляет целый узел хитросплетений, сложностей, к которым герой вот этих рассказов не совсем готов. Очень интересно сравнить эти два изображения, рисунок, иллюстрация к рассказу «Чудик» и фотографию самого Василия Макаровича Шукшина. Его чудики такие, они смотрят на мир открытыми глазами, как и сам автор. Они встречаются с людьми и с ситуациями, где их открытость миру, их индивидуальность очень часто оказывается препятствием для того, чтобы найти какую-то форму диалога с этим миром. И герой рассказа «Чудик» по фамилии Князев, Василий Князев, он сталкивается все время с какой-то черствостью, с равнодушием. И ему приходится все время мириться с этим, хотя его чудачество раздражает людей. Чудик он потому что не хочет быть, не хочет терять свою индивидуальность. Он хочет сохранить в себе и свой взгляд на мир, и свои качества. Вот такой чудик. Василий Макарович, я думаю, очень много размышлял над характером своих героев. Они его и озадачивали, и восхищали одновременно.
каково его отношение к этим людям, чьи чудачества просто отражают разлад и мучительную раздвоенность этих героев. Ну вот, например, рассказ «Миль пардон, мадам», где главный герой Бронька Попков ждет такого своего мгновения, звездного часа, чтобы городским охотникам, а он егерь, работает егерем, рассказать о том, как во время войны его выбрали как лучшего снайпера и дали задание выстрелить Гитлера. И вот он ждет этого момента, чтобы рассказать эту историю. И рассказывает ее с таким надрывом, со слезами на глазах, как его ведут, приводят в бункер, как он видит Гитлера и стреляет в него. И уже на последнем издыхании с таким надрывом говорит: и не попал, выстрелил и не попал. Рассказ очень интересно построен, как и все остальные рассказы. Рассказчиком является человек, который хорошо знает этих сельских жителей и понимает их чудачество, но до конца не объясняет. Просто в рассказе «Миль пардон, мадам» в начале писатель говорит о том, что Бронька Попков по глупости отморозил 2 пальца на правой руке и всю войну прошел в обозе. А заканчивается рассказ вот этой фразой такого же сельского жителя, как и его герои, шукшинские герои, но и все-таки человека, который размышляет, что же есть этот Бронька Попков. И заканчивается рассказ его выражением, предложением: а стрелок-то он был и вправду отменный. И нет какой-то назидательности, морали, потому что читатели понимают вот этот авторский замысел говорить о разладе в душе героя, о нереализованности его огромного потенциала, да, ради которого он, быть может, даже был рожден. И вот эта тоска, боль шукшинских чудиков, осознание нереализованности своего предназначения составляют, быть может, главную коллизию драматичную очень, как и, скажем, в рассказе «Выбираю деревню на жительство», где главный герой, так же, как и Бронька Попков, одержим вот одной страстью. Он ходит на автовокзал и расспрашивает отъезжающих в деревню о том, где они живут, поясняя, что он хотел бы переехать из города в деревню. Все ему рассказывают о том, какая у них шикарная деревня, как есть церковь, отвечая на вопросы героя, и речка там есть. Все очень подробно записывается. Но когда он приходит домой, жена, как и жена, кстати, Броньки Попкова, смотрит на своего мужа и говорит: опять. И это ощущение того, что герои даже сами не понимают причины этого своего странного чудачества и своих странных поступков. Рассказ Алёши Бесконвойным – это вообще целая исповедь героя о своей жизни, о том, как в войну с ним очень много случилось такого, что он не может забыть, как предала его женщина, которую он, собственно, и любил всю жизнь.
с обидой вспоминает о том, как к нему относятся агрономша и даже его сын, уязвленный вот, пренебрежительным отношением к отцу. А вот эта вот фамилия бесконвойная или кличка, которую дали деревенские жители Алёше, говорит как раз о том, что он идет как бы вопреки общему общесубботней работам различным, а устраивает себе банный день и вот топит баню и размышляет, и вспоминает, глядя на огонь, смывая с себя все обиды. И вот этот поступок действительно как бы делает Алёшу человеком с таким вот богатым внутренним миром, но непонятым. Вот и приходит он после своего банного дня домой, а в доме расстелены чистые половики, и мать, вернее, жена говорит ему, чтобы он не морал мытые полы. То есть вот это ощущение выбитости из общего конвоя главного героя говорит о том, что чудики Шукшина, они достойны уважения. Ведь отношение автора к своим героям – это отношение сочувствия. Ни в коем случае ни повествователь, ни сам автор не осуждают этих героев, но и не оправдывают, а пытаются понять вот тот внутренний мир, то состояние разлада, которое во многом является следствием разлада с миром, но прежде всего разладом с самим собой. Шукшин как бы говорит, само время прошло, сама история прошла катком по сознанию этого человека, его современника. И что в этом сознании теперь позитивного и отрицательного, что вообще является собой душа современника? Вот душа народного героя. И очень часто все-таки Шукшин на стороне своих чудиков, потому что они протестуют против несвободы, против рабской приниженности, против того, чтобы проявить вот, и реализовать свой богатый внутренний потенциал. Собственно говоря, в рассказах высказана глубокая боль о том, что же все-таки влияет на нравственную неустойчивость современного человека, что его действительно делает таким уязвимым. И вот эта сложная позиция, очень объективная, очень страстная позиция автора, быть может, делает эти рассказы вот такой, что ли, психологической анатомией общества 70-х годов. Да, Василий Макарович Шукшин оставил большое наследие. Он написал и роман о Степане Разине, он написал множество киносценариев, и особенно фильм «Калина Красна» после смерти, посмертно.
удостоена была высоких наград, государственной премии. И понятна была дань писателю за то, что его душа болела за своего современника и занималась, в общем-то, тем же, чем и занимались писатели этого времени. Тема памяти, тема разлада, эти разлада личности – это как бы основные темы, которые поднимали писатели-прозаики. И я бы хотела рассказать о том, как эти же темы развиваются в поэзии 70-х годов. Ну, тема памяти в поэзии вообще ключевая, потому что поэты на своем материале и в своей как бы поэтической эстетике ориентировались тоже на большую историю, большое время. И связана эта ориентация была с классическим наследием начала XX века и с наследием XIX века. То есть поэзия в эти годы вступала в диалог с большим временем культуры. Присутствие культуры, память о былой культуре, действительно в стихотворениях, поэмах действительно становилась как бы такой облагораживающей нравственной силой. Память очищает, дарит надежду, позволяет в самых трагических условиях, обстоятельствах времени обрести веру в жизнь, в будущее, обрести моральную устойчивость. Этим пафосом пронизано творчество поэтов разных поколений, старшего поколения военного, фронтового, поэтов-шестидесятников, так называли поэтов, которые пришли в период оттепели, ну и поэтов, конечно, постсоветского времени. То есть вот поэты, их было очень много, целая плеяда, я называю самых известных. Они действительно своим творчеством как бы продолжали духовный опыт Серебряного века. Многих объединял вот как раз возврат к акмеизму, традиционному стиху, очень лаконичному, очень простому и понятному стиху. Недаром поэтов этого времени называют неоакмеистами, то есть вот как продолжающих традиции Ахматовой, традиции Гумилева. И можно, например, показать на примере поэта Владимира Соколова, одного из самых ярких неоакмеистов. Вот стихотворение коротенькое, которое может как бы стать эпиграфом к его поэзии. «Вдали от всех парнасов, от мелочных сует, со мной опять Некрасов и Афанасий Фет. Они со мной ночуют в моем селе глухом, они меня врачуют классическим стихом». Вот это врачевание классическим стихом свойственно целому направлению в 70-е годы, которые назвали тихой лирикой. Ну, вы знаете, в годы оттепели была такая громкая эстрадная лирика поэтов-шестидесятников, Евтушенко, Рождественского, Акуджавы. Их была целая плеяда, которые выступали, собирали целые стадионы, читая свои стихи. И вот в противовес этой громкой лирике возникает лирика тихая, на родственно-деревенской прозе. Эта лирика действительно так же, как и деревенская проза, национальная по своему мироощущению. Лидером направления называют Николая Рубцова.
И яркими представителями являются и Владимир Соколов, Анатолий Жигулин, Николай Тряпкин, Анатолий Просолов, целая плеяда поэтов, которые восстанавливают традиции есенинские, традиции новокрестьянских поэтов с культом природы, культом крестьянской избы как модели мира. Это вот мы видели в 20-е годы у Есенина и его последователей неприятием городской цивилизации, интересом к фольклорному пласту культуры. Тема памяти тоже очень важна для тихолирики. Вот память о малой родине в ключевом стихотворении Николая Рубцова. «Тихая моя родина, ива, река, соловьи, мать моя здесь похоронена в детские годы мои». «Где тут погост? Вы не видели? Сам я найти не могу». Тихо ответили жители, это на том берегу. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз, купол церковной обители яркой травою зарос. Тихо теперь и болотина, там, где купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл. С каждой избою и тучью, с громом готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь. Ну, а что касается мотива разлада, то он тоже присутствует в поэзии. Самым таким ярким произведением является стихотворение недавно ушедшего из жизни Евгения Евтушенко «Со мной вот что происходит». Мне кажется, что это стихотворение может стать заставкой, эпиграфом к целому ряду ярких произведений и прозы, и поэзии, которая говорит о том, чем жили люди в 70-е годы, что составляет их нравственную, духовную, психологическую анатомию. «Со мной вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в мелкой суете разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это. И наш раздор необъясним, и оба мучимся мы с ним. Со мной вот что происходит, совсем не так ко мне приходит, мне руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть. Не сразу этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе, и неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и ненужных связей, дружб ненужных. Куда от этого я денусь? О, кто-нибудь приди нарушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ». Ну, вы наверняка узнали слова, песни на музыку Таривердиева из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Фильма тоже достаточно ключевого, знакового для культуры 70-х годов. Я думаю, что это стихотворение о многом скажет, чем жили люди и чем они больны были в душе. Это разлад, нереализованность, наверное, мета эпохи застоя. Так называют этот период истории нашей страны. И в заключение хочется сказать, поэзию этого времени объединяет с прозой верность культурным традициям, их творческое переосмысление, стремление найти язык нового, самосознание близкого своему времени. В этот период литература отражает драматизм, сложность времени, а ее лучшие представители ощущают острую необходимость преодолеть разлад в мире и в отдельной личности. Спасибо за внимание.